Ад чыіх песень прычынаецца вёска Баравікі Дзяржынскага района. Як захоўваецца дзедава песня ў творчай сям'і Нядзвецкіх. Чым здзівіць гэтая дружная сям'я нашага вядучага? То есть вы хотите сказать, что этому рушнику уже больше за 150 годочков, да? Да. І чаму Ларысу атакавалі куры? Усё гэта сёння у фальклорным шоу «Хата на хату». Будзем спяваць разам. Вітаем вас, даражэнькія мае! Мое вам шанаванне. На ваших экранах караоке-шоу «Хата на хату». А что такое караоке-шоу? Это той счастливый момент, калі беларусу захацелася паспяваць. А ён спявае тады, калі прыходзіць на вяселле, калі прыходзіць на радзіны. Ён спявае тады, калі на сэрцы соладка, і тады, калі сумна. Ён заўсёды спявае. І так, беларуская песня павядзе нас у сівую мінуўшчыну, у таямніцы беларускай душы, у тайны беларускіх застолляў. Вас вітаюць Іван Крук І Ларыса Мятлеўская. У першым адборачным туры фальклорнага шоу «Хата на хату» нашыя вядучыя адпраўляюцца ў падарожжы па Беларусі у пошуках яркіх, дружных, таленавітых сем'яў, удзельніц нашай праграмы. Сем'і, якія выбярэ наша прафесійнае журы, сыдуцца ў музыкальных батлах, спеўных конкурсах і бітвах талентаў. Сапраўды пойдзе хата на хату. Па выніках гэтых спаборніцтваў 4 сям'і мы запросім у сталіцу, дзе будзе адбывацца падрыхтоўка да вялікага фінальнага канцэрта з запрошанымі зоркамі беларускай эстрады і фальклору. І ўсё гэта дзеля таго, каб потым на вялікай сцэне на ўсю краіну прадэманстраваць усё хараство беларускай застольнай песні і паказаць сваю сям'ю ва ўсёй красе. Дом, гаспадарка, праца – так можна апісаць жыццё вясковага жыхара. Тут работы хапае кожнаму, хоць адбаўляй, але ж хто дбае, то і мае. Вот мы зараз прыехалі ў вёску Курганы да адной шыкоўнай сям'і, сям'і Нядзвецкіх, якія вылучаюцца сярод сваіх аднавяскоўцаў вельмі вялікай непаўторнасцю. Добрый дзень вам у хату! Добрый день! Дзень добры. Ад родных нив, от дзяржынскай зямліцы, дазвольте у пояс вам всім поклониться. Вы прыміце ад нас, з наших рук працавітых, ад якіх на вачах багацее наш край, гэты важкі, духмяны, наш хлеб каравай. Вас вітаем шчыра, вас вітаем щодра, хлеба всім вам і да хлеба. Щастя всім вам аж до неба, на здоров'я. Хлеба всім вам і до хлеба, щастя всім вам аж до неба, на здоров'я. І запрошаем вас на нашу веселую родиночку, на подворочек до семьи Нядвецких. Калі ласка. Старейшина гэтага роду, я так разумею, в итоге отсюль, это Ганна Миколаевна. Вот она у нас. Поэтому, Ганна Миколаевна, я попрошу, что подчас сегодняшней встречи вы будете рассказывать разом со своими дочками, так сказать, со своей родней, про свою великую родню, кто чем занимается и так далее. Добро? А для початку давайте все-таки начнем знакомство с песней. Ну, конечно. Толькі ночка схаваецца ў соснах, загарыцца ў нябёсах зара. Прачынаецца з гоманам вёска, ёй на працу збірацца пара. Прачынаецца з гоманам вёска, ёй на працу збірацца пара. Срэне раніцу спевамі певе, на зямлю гляне певе.
надиходячий сонячний день. Забудут на полетках комбайны, житом спелый потянет с полев. Будут люди робить до смеркания, месяцы, а им не до снов. Будут люди робить до смеркания, месяцы, а им не до снов. Только ночка сховается в соснах, повелося завжди з веку век. Прочинается с гомоном вёска, доглядає землю человек. Прочинается с гомоном вёска, доглядає землю человек. Ой, як файно прачынаецца з гоманам вёска, даглядае зямлю чалавек. Сапраўды, дзе хлебна, там і дружна. Вось, я гляжу, што у вас сапраўды так хлебна, і я просто нават разгубілася, да? ну просто вот сапраўды, як з горада прыехалі, так вочы разбягаюцца. Я нават не ведаю некаторых страў, хоць і добра разумею беларускую кухню. Ларисочка, Але што гэта? потерпите, господине познаёмить расскажу. Нехай пакуль што паспяваюць, мы ще до стола дорвемся. Ой, абы ж толькі ж кішкі ж марш не іграць пачалі. Ну так хай не играюць, хай подыгрываюць музыкантам. Ой, я так адчуваю, зараз будзе вельмі весела. Анна Миколаевна, тады, калі мы знаёміліся, вялі гаворку пра тое, наколькі багатая, так сказать, песнямі ваша сям'я, вы раз за разом натискали на тое, што вот сваім дзяўчатам говорили: не забудьте дедову песню, некалькі разоў падкрэслілі. Я не забудусь, ну все помнят. А скажите, ласка, а что значит дедова песня? Ну, дед спевал. Я неколи, ну, дед все спевал, а мы все слухали, малые были. Вот она осталась у нас в памяти эта песня дедова. Про медведя, про корову там. Дед — это мамин батька, это Николай Алексеевич звали маминого батьку. И вот он спевал вечно эту песню. Все застолья у нас были, когда дед приходил. Эта песня даже что есть, ну, сейчас уже нема, ну, як сямейная. У нас свадьба была моя. И, ну, тогда же не было этих видео, не снимали. Мы просто кассет писали на кассеты звуки. У нас по сегодняшний день есть на кассете дед спевает песню. Записанный голос деда. Голос. Танечка, скажите, а чому дядулю, вот он не рассказывал, чому ему так сподобалась эта песня, чому она так лягла на душу ему? И самое главное и цікаве, что и вы переняли, бачите, без яе за стол не садитесь. Ну, она такая, знаете, веселая, и там есть такие трошки столбики, как бы с подковырочкой, такие вот дед. С гумором был, такой, да? Да, дед наш был с гумором, там такие... Татьяна, я думаю, что вы нас маринуете напрасно. Ну, с подковыркой, с некой таямницы починается. Давайте будем слухать лепш эту песню. Давайте. Бо 7 разов рассказ, а лепш один раз почуть. Умывалась я ранёхонько, умывалась я белёхонько. Калинка, малинка моя, саду ягоду малинка моя. Обувала коровички на росу, и гоняла я корову на росу. Калинка, малинка моя, саду ягоду малинка моя. Выгоняла я корову на росу, повстречала я медведя в лесу. Калинка, малинка моя, саду ягоду малинка моя. А медведь, думаю, батюшка, ты не тронь мою коровушку. Калинка, малинка моя, саду ягоду малинка моя. А я коровушку доить буду, своих дедушек поить буду. Калинка, малинка моя, саду ягоду малинка моя. А полюбил меня Никита водовоз, посадил меня на бочку и повез. Калинка, малинка моя, саду ягоду малинка моя. А я сначала не давалась, во все стороны бросалась. Калинка, малинка
моя. А потом я согласилась, да под метельку взгалилась. Калинка, малинка моя, саду ягоду малинка моя. Подымалась я ранёхонько, умывалась я белёхонько. Калинка, малинка моя, саду ягоду малинка моя. Калинка, малинка моя, саду ягоду малинка моя. А дед ваш откуль родом? З Бранска. О, одразу відчувається. Дед наш Так, россиянин. россиянин, то и песня такая шиковная. Почекайте, да, от Лариса закранула, так сказати, цікаву тему. Ми з вами літерально під Мінськом, 20 кілометрів від Мінська, Дзяржинський район. Сидимо, ну, що називається, у Мінській вже вёсці, і раптом починається. Там ми бачимо вишиванки, про їх пізніше трошки розкажемо, нагадують українські мотиви. Тут пісня, оказується, так само витікає недя родом з Бранщини. Ну, то папа. Ваші свояки живуть каля Уфи, у Башкірії. І в Бранську живуть, і в Башкирії живуть. Всюди родня по всьому світі розкидана. Ну, так як Папа Росія- ж оттуда, а Росіян. мама сама з Дзержинського району, з Пупчина. Мама сама тут. Ага, значить, це Тутейшая, мама Матуліна родина, тутейшая. да? Да, а батька з Бранська. Вось. Вот, ну. Тому його і любимая песня Да. бранская, такая файная песня. Мама А з другого, Увесь свет любить гэты калинка-малинка. а з другого боку, коли поглядиш, послухаєш, так у вас вёска, ну, не говорится, что менавіта гэта вёска, пакуль што я не пачуў, да, Курганне, але вёска гэта такая, ну, цэнтр гэтага свету, калі хочаце, вот все тут, вы настолькі яе шануеце, настолькі цешыце ў сваіх песнях, што, можа быць, ёсць яшчэ і спецыяльна песня прысвечана і гэтай вёсцы. Ну, ёсць. У нас Саша піша стихи, поэмы, у яго про нашу Ого. вёску ёсць написанное даже... Ой, это А семья. Саша это кто такі? Это Што за Саша хлопец? сын. Чий? Да, Хлопец. мой. Ваш? Да, Ваш мой сын? Так, да. і што хлопец, і, оказывается, не толькі грае, ще й вірші пише? Не, играет то старший сын, а это средний сын. Это верши рисует, художник ты. Рисует Ага, картины, малює, да, і картини, все, малює, да, і да. вірші пише? И верши сам пишет, сочиняет, все. Так и ж добра ж подбубнивая. Ну, так вот. Про Саш, вёску расскажи, Саша, ты больше Саша, писал про вёску. видайте там пригожих десяток радочків своїх від душі. Ну, я прочитаю на «Вёска Курганне», тут ну, як з боровиками в одну считается. Ну, и у меня больше про боровики, ну, я зачитаю, тут такая была. Почекайте, коли можна хвилиночку. Так не тільки, оказується, ви живете в вельми дивній місцині, да? Сюди з'їхалися не тільки представники різних, так сказати, куточків Совєтського Союзу було. Еще и вёски объединались. І вёски ваші ще. Да, тут у нас земляки з усієї Білорусі, з усіх областей тут у нас. Ви даруйте, коли ласка, ви там нам допоможете розібратися, тому що їхали сюди, ви ж розумієте, тепер модно по навігатору. З одного боку під'їжджаєш, написано Кургани, з другого боку під'їжджаєш, написано Курганне. А ви ще кажете, боровики тут. А с третьего будете заезжать, будет написано боровики, так что... С другой стороны заехать, не с той, что вы заезжали, а чуть-чуть переехать вперед и развернуться назад. Заедете у боровики сразу. Але саме головне, що до вашої хати можна доїхати з любого. Конечно. Да, конечно. С любой То стороны. файно, всі дороги ведуть сюди, до Да. этого стола. До Недзвецьких. Ну, коли ласка. Ну, зараз я читаю жорсткі. А ўсё ж, якая наша вёска? Вось толькі сонейка ўстае, сядзіць на плоце пеўнік з лоскам і кукарэка ўжо пяе. З травы роса яшчэ не спала, а вёска на нагах стаіць. Там дзесь карова замычала, пора і свінак пакарміць, пасыпаць зерне куранятам, падрыхліць трохі агарод, згатовіць ежу неўмалятам, ідзе на свята ўвесь народ. Пабачце, колькі ўсіх сяброў сабралася на наша свята, прыехалі з усіх куткоў, хапае месца ўсім багата, а на кавалачку зямлі, дзе толькі што прайшліся, у вёсцы зваць баравікі, все землякі тут прыжыліся. Вось магілёўскія сядзяць, а побач з імі згродна, а штосьці з Гомелю маўчаць, жывуць і брэсцкія лагодна, і Віцебск не мінае нас, мальцы, як там і тут завуцца, і ўзрастае вёска ўраз, бо маладыя застаюцца. Што спавядаць пра нашу вёску? Яна такая, як і ўсе, іх шмат такіх на Беларусі, але ж прывабнее на мне. Шиковно, молодцом. Ну, философ. Ну и файно. Я просто возьму слова. Саша,
Саша, вот там такие радки теплые были про то, что треба игратки пополоть, и все. Это с вашей сядибы все написано, да? Ну, конечно. Душа співає, так сказать, про своє, да? бачу, то і Да, п'ю. бачу, то п'ю. Ясно. Дякую, шиковне слово. Вы глядите новое фольклорное шоу «Хата на хату». Сёння мы гостюем у сямі Нядзвецкіх у вёсцы Баравікі Дзяржынскага района. Вот назву носит коллектив, семейный коллектив «Веселая родиночка». И невестка, ось наша Виктора Валерьяновича. И она переложила песню. А наш руководитель коллектива написал музыку. Называется «Веселая родиночка» или просто «Родня». Давайте Ну, спевать. ласку. Світанок новий день розпочинає, і червоніє сонечко впливає, туди де серце щастям наповняє, п'яшає ялинка льотниця, у білому світі розних шмат країна, не тільки там душа моя п'яє, де родний ход, батьківська хатина. Свояки моє, родня, любов моя и сила, даешь надею мне, и вырастает крылы. Родня моя, тобой я загорюся, живи, родня, у любой Беларуси. Родня моя, любовь моя и сила, даешь надею мне, и вырастает крылы. Родня моя, живе моя родня, у любой Беларуси, несешь же сердце родные вмятины, озером синий величность красот, суничный пах и клёкот журавлины, и скиплый Василек меж голосов, краная сердце полымем калина, и стёкла на души от добрыни, люблю всем сердцем я свою краину, люблю моей чудовной родни. Родня моя, любовь моя и сила, даешь надею мне, и вырастает крылы. Родня моя, тобой я гонорюся, живе моя родня, у любой Беларуси. Моя родня, любовь моя и сила, даешь надею мне, и вырастает крылы. Родня моя родня, тобой я гонорюся, живе моя родня, у любой Беларуси. Родня у нас большая, если вот собираться всех. Если брать только сугубо вот нашу вот, ну, вот родню, вот, ну, мама. У мамы у нас 3 детей. Так. Вот старейший брат мой, это Виктор. Так. Средний брат это Саша, а меньший это я. У Вити у нас 2 детей. Старший это Николай, меньшая Инеска. Ну, вот она была тут с немовлятком побегла, вот, стал плакать, ее меньшенький сыночек. А вот Инессина девочка старейшая, это уже внучка. Это вот сзади у нас тут сидит, это вот уже Колева внучка, ну, уже дочка Витева, это вот старейшая внучка. Ну, Саша... Молодые хлопцы уже дяды. Да. Молодцы. Ну, Так, молодцы. дяды, я же еще не старая, мне только 52 года, а у меня внучки 7 годов. А матка Свента, ну так вы счастливая бабулька. Ну да. Мама наша стала в 47 год, стала бабушкой тоже. А маточка. О. Витя тоже наш рано женился. В 20 год молодой тоже женился. Маю уже Так, это... 4 Так. правнучки, и еще 5 внучек. Вот правнучек родился, теперь вот 3 месяца внучка родила. Побегла к малому. Ну вот. Так, Я Танечка, богатая, я а кто по левому боку у нас тут сидит? Ну, сейчас расскажу Давайте. по-левому. У Саши Ага. тоже 2 детей. Вот Сашина супруга сидит. Так, Вот это Наталья. Зрозуміло. Ну, у них тоже 2 детей. Старейшая их Марина. Вот их тоже внучечка сидит сзади.
Еще есть сын у них Леша, ну, то есть студент, ну, учится на педагога, у нас преподаватель будет. Ну, сейчас немає, він помощником комбайнера працює в колгасе, Так. поэтому теперь на праці. Раньше Готовится, час, да? готовится к уборочной. Треба машину до ладу довести, да? Да, ну, и он на комбайне помогает. Не, ну я имел на увазі машину, Да, так сказать, саму. ну, с левой стороны дальше сидит моя старейшая дочка, моя Вероника, которая Слухайте. она журналистка у меня. Ну, еще у нас такая у гостях приехала моя троюродная сестра Вера Петровна. А что значит приехала? Ну, и на ней в другой в вёсце живет, под Фаниполем А живет. тебе Лёка ехала. Да, мы На собаках, на оленях. Вера тут с нами, и Я Вера, згодная. Вера хоть живет далековато, но она является руководительницей наша боровичанка. Двоє. Ого, вот так вот. А я родня далейше тут присутнічає за столом ці ні? Нема дома, все працюють, все працюють. Ну, хоч би пару чоловік треба ж було прихопити з Вот собою. як поїдемо до мене, там дома, то точно застанем. Поедем, куда мы денемся? Так, далее Нам не рассказывайте. привыкать. Еще у меня есть сын меньший, он Саша, и он сейчас працює на атомке сварщиком, робить вахтовим То есть методом. атомная станция, что новая будуется, и он там, в да? Островце, робить О. сварщиком там, робить вахтовим методом. А он там не спевает часом по вечерах, не? Ні, там все, там Серьезная только справа, там да? Серьезная нельзя работа. ничего. Я його питалася, не п'єш ти там, мені казав, трубу дихає. Ну и добре. Это добре, что примушається трубу дихати. Так, ці ще. А от там некий дядька сидить, так сказать, А, это- хохму таку розказав. Каже, парик забився дома, бо моль з'їла. Ну, это вот сидит дальше мамина сестра Галина Николаевна, а это муж Галины человек. Николаевны. Вот так. Да, это Заиздрость. Владимир Владимирович. Ага. И Так он, а у нас, и он у нас такие, что ни одно застолье мы без него не выходим. Его юмору. Так. Я думаю, што вот сапраўды, як у народзе кажуць, што самы лепшы клад гэта калі ў сям'і лад. Вось у гэтай сям'і бачу ўжо адразу відаць, што лад. І хочацца яшчэ вас паслухаць. Пожалуйста. Зеленая вишня с-под кораня вышла, не дай мне, мама, деяние превышно. Не дай мне, мама, деяние превышно. Ты думаешь, мама, что я тут паную? Приди, подивися, як я тут гарую. Приди, подивися, як я тут гарую. Ой, вийду на долю і гляну на долю. Вари, мама, вечеру ще на мою долю. Вари, мама, вечеру ще на мою долю. Вечерать варила немного, не трошки, няма тебе, доню, ня миски, ня ложки. Няма тебе, доню, ня миски, ня ложки. Я й ложку добуду, я й миску добуду, с тобой, моя мама, вечерать буду. С тобой, моя мама, вечерать буду. Краная душу. Вельми краная. Ну, проспевали песни. Ну, теперь давайте почастуемся, гостики дорогие. Все на столе, все своему, купленного тут никого Ну так, нема. я Поспробуйте от і бачу. наших справ, як ми старалися, випікали, ночь не спали, а пекли. Ну, правда, спевамі сыты не будзеш, гэта сапраўды так, але ж ці ўсе тут тутэйшыя ў астравы, я гляджу, так цікава ўсё. Вось, Вот булочки с корицей напеченные, булочки с яблоком напеченные вот стоять, хрустчиво понапеканные. Пожалуйста, что... а што мясца
мясцовая тут? Вока, А что мясцовая? Профессиональная. А то ж. Я уже одразу бачу, хрущи мусить тутейшие. Белорусская кухня. И она заприметила, что с ней А что ж вы хотели, Так что практика? и спинные плечи, и клубницы, все свое, да? Все свое. Люблю организовывать. У гэтай сям'і надзвычай таленавітыя дзеці. Адна малюе, другая грае на скрыпцы, трэцяя чытае вершы пра любімую бабушку. І я запрошана на канцэрт. Браво, браво! Ну а наступным нумаром у нас цудоўныя вершы. Я очень люблю свою бабушку, поэтому я расскажу стишок про нее. Ходит наша бабушка, палочкой стуча. Говорю я бабушке, вызови врача. Выпьешь ты лекарство, будешь ты здорова. А если будет горько, ну что же здесь такого? Ты потерпишь чуточку, а уедет врач, мы с тобой на улице поиграем в мяч. Будем бегать, бабушка, прыгать высоко. Ну что же здесь такого? Ведь это так легко. Говорит мне бабушка, что мне доктора? Я не заболела, просто я стара. Просто очень старая, волосы седые. Где-то потеряла я годы молодые. Где-то за далекими, за лесами темными, за горой высокую, за рекой глубокую. Щиро дякую, цудоўна. Але трэба нам да бабулі з табой мусіць пайсці і запытацца, ці сапраўды яна лічыць сябе старой. Не знаю. Выступление новой артистки у нашей семьи. Мишка дернул за косичку, вылил клей ко мне в рюкзак и сказала мне сестричка, это все не просто так. Он поставил мне подножку, он толкнул меня рукой, а подруга мне, возможно, от тебя он сам не свой. Он кидал меня снежками, он тетрадку мне порвал, а подруги мне сказали, Мишка на тебя запал. Он мне мелом стул измазал. Все, его я отлуплю. У него синяк под глазом, шишка у меня на лбу. А подружки все вздыхают и твердят мне вновь и вновь: ты счастливая такая, у тебя уже любовь. Браво! Рушник, відаць, самая незвычайная рэч у нашай хаце, у нашай традыцыі, у нашай культуры, тое, што зроблена прыгожымі і мудрымі рукамі бабулі. Давайте паўспамінаем. Нарадзілася дзіцятка, і бабка-павітуха прымала дзіцёначка на першы, так сказаць, рушнік. Потым апаласнула, і на гэтым рушніку яго панясуць і будуць трымаць, так сказаць, у храме падчас хрышчэння дзіцяці. Затым давайте ўспамінаць далей. Прыйдзе час вянчання, выдаваць дачушку замуж ці сына жаніць. Бацька бярэ рушнік, апаясвае тройчы, апаясвае па поясу дачушку і тройчы па сонцу водзіць вакол стала, абводзіць і выводзіць, аддае, так сказаць, у рукі жаніху. Перад тым, як маладыя
пакінуць хату, маці з бацькам утвораць вот з такога рушніка вот такую, паглядзіце, трыумфальную арку, вот так. Подходили туда. Ага, во. Загарнуць у абодва канцы рушніка па бохану хлеба, і маладыя праходзяць праз эту арку, абавязкова кланяючыся парогу. Затым яны прыедуць у храм, у царкву, касцёл, і маладых паставяць на белую частку рушніка і скажуць, што з гэтай секунды і навечна вы непадзельная, непарушная сям'я. Калі маладыя будуць ехаць дадому, бацькі сустракаюць іх так, як вы сёння ў нас перад парогам роднай хаты, хлебам з соллю. І зноў гэта хлеб-соль ляжалі на гэтым рушніку. Всю дарогу ад дзяцінства, ад нараджэння і да самой смерці рушнік спадарожнічаў чалавеку. Давайте паглядзім, калі чалавек паміраў, то труну у некаторых мясцінах да сённяшняга часу аббівалі ўнутры трыма белымі рушнікамі. И опускали на рушниках. І апускалі на рушніках, на двух або на адным даўжэзным. А потым гэты рушнік павязвалі на крыж. На крыж, да? То есть, бачыце, всё жыццё чалавека вот гэты вот, да, з рушніком. І тады мы можам з вами з поўнай гарантыяй, што называецца, сказаць, рушнік – гэта дарога жыцця чалавека. Гэты рушник туда по дороге идет. С 1860 года был рушник, это у моей прабабушки, потом был он у мамы, а мама уже отдала мне, как я выходила замуж, гэты рушничок. И вот он хранится у нас как традиция семейная. То есть вы хотите сказать, что гэтаму рушнику уже больше за 150 годочков, да? Да. Захавали и в час войны, и лихолетие розное, все. И на гэтым рушнику, видать, так сказать, узгадовано уже не одно поколение людей, да? Столько годов я мужу, там рушнику. Да. Детей и свадьба, усяго перенес этот рушник уже. Вот видите, тут такие узоры, так их теперь вот на ты не робить, во, якая пришита Рушицкого, руками зробленная, о, какая красота. Значит, Ганна Миколаевна, скажите, ласка, а вот выдайте такую тайну. Вот сегодня вы заховываете от своей, так сказать, прабабули, да? Да. Скажите, як вы думаете, ваши внучки так само зробят это домашней фамильной реликвии, это рушник? Ну, он же останется, заховается, будучи, они вы правнучки будучи с этим рушником. Скажите еще. еще. Не ховаем пиражом. Ганна Миколаевна, вот это тое, до чего хочется докрануться, это от чего распускаются крылы. Да? Хочется жить и радоваться, хочется притулиться, набраться энергии и так далее. А вот побач з вами сядите ще одна прихожуня, ваша внучка Інеса. Да, и скажите, ласка, чому її посадили побач з собою зараз? Ну, потому что она вышивает все сама красиво. Вот видите, подушки повышивала, и рушники, все. Рукодельница у нас стена. Значит, отрымливается так, да. что у вашей семьи вот это все рушничок по наследству идет. По спадщине, да, пришло, и пришел талент по спадщине так само. И Инесса сегодня так само занимается, так сказать, вышиванием рушников. Молодая, и тут интерес в ней есть, видите, вышивать. Удобно. Теперь скажите, ласка, вот, когда мы с вами сопоставим вот гэты рушничок и гэты, то мы бачим, что они трошечки отрозняются один от одного. Як вы думаете, а чему это так? Каждый мусить век свой на свой век, свое все. А вы еще казали, что Инесса приехала сюда? Инесса тут уже народилась. А, тут уже народилась. А батьки, да? Мама с-под Бреста. И бабуля мамина с-под Бреста. С-под Бреста. Ивановский район, да. Ивановский район, да? Скажите, ласка, так вот это мотивы уже родные с тых мясцін вы берете, да? Да. Скажите, не только рушники, а вот что под рукой? Это то, с чего починалося неколи? Да, это моя первая салфеточка, да, которую я вышила сама и обрамила сама и подарила маме. Вот, да. И заховывая матулечка, да? Ну, да, конечно, это же работа первая. Работа, да. А тут что такое за прыгажость? Каб приемно было спать, каб отчувать летний настрой, весенний настрой. Вот. Просынаться с Соником у радостном свете и ложиться, коли Соника заходит в радостном свете. Вот такую красоту робили. Еще разочек хочу запытаться. Это прыгажость, это только, так сказать, вашей хаты прыгажость? И она куда-нибудь ездила на какие-то фестивали? И расскажите, где она была? На выставу возили, у музея была, в Минску, Белоруссии выставка была рушников. Вот у Национального музея, да? Да, вот и он там был. Видите, вот тут теперь с него больше такое, а тут, видите, какое полотно. Лен натуральный, да, конечно. Вот видите, как тут тканое все, вышиваны, вот руками что-то пришивали, это пришитое, вот вязаная вот красота.
Тут хранится вот все. Берут и на выставку, вот племянница возила в музей, был музей в Минску, на выставу возили. Добре, дякую. Это вот по традиции все идет. Гэта новае фальклорнае шоу «Хата на хату». Мы працягваем спяваць песні з таленавітай і дружнай сям'ёй Нядзвецкіх. Мы посидели с вами за вашим шиковным столом, щедрым, богатым, разносовым. Поспевали прыгожие застольные песни, они больше поздние, попохожие, они сучасные, где выплеснулась ваша душа, где выплеснулись ваши эмоции. Это завсёды так бывает, так сказать, але на финал. Я сегодня хотел бы трошечки, как наоборот вы поспевали, вот тое застольное, а потом памятаете, когда мы с вами говорили про той бабулин рушник, старые, да, які согревают душу, да, які пестят нас, лагодники такие. Вот скажите, ласка, не могли бы мы несколько песен проспевать, ті, які називаються науковцеві обрадами, ті, які співали, коли ходили в Щодрик або колядували, коли ходили на Великдень, балачовники, коли жниво, так сказать, йшли жнеї з серпом на плечі, так сказать, до поля свого. От ті старожитні, є у вашому багажі такі? Поспробуем. Тільки поспробуємо, це поспіваємо. Пусть не ведают. Заспеваем, что ж так ведає. Ну, коли ласка, давайте поспробуємо. Ну, ось колядовать мы ходили не однойчі, і не одну вёску мы вже обколядовали, тому зараз хоч яку одну згадаємо. Як сказали, якое слово? Обколядовали? Обколядовали. Ох, цікаво. Обколядовали. Всіх, як кажуть, обслужили. Ага. Короче, як бульбу окучивают, Так і тут. обколядовывают Да. вкусную за вёской. Ось така колядовка есть. Ой, рано, рано кури запели, коляда, кури запели. А я ще раней, хозяйка устала, коляда, хозяйка устала. Вставай потеньку на параданьку, коляда, на параданьку. Бо прийдуть до нас колядовщики, коляда, колядовщики. Молодцы. Скажите, а вот у вашей вёсцы так само волочобники ходили, так само отзначали, так сказать, Великдень яким-нибудь песней там сопровождались? Ходили, До сих пор ходим. теперь ходим, да. И что они спевали? Ну, ось на таку популярну волочобну пісню. А ці вдома, господиня дома, Христос воскрес на весь світ. Поросё с хвостом волочи на стол, Христос воскрес на весь свет. Сыр на талерку, закусить горелку, Христос воскрес на весь свет. Она такая долгая, але ж основное мы вам Я на вот тут вспомнила. Не доси колбасы, повылазить волосы. Христос воскрес на весь свет. Не доси яєчка, сдохни овечка. Христос воскрес на весь свет. Якби сілком вимагали, так сказать, подарунки, да? Так, это примусово. Лариса нам допомогла, дякую. Ой, я подумала, что я некая просто дивная ситуация. Трапила у зиму, весной, побывала сегодня купальня, а хутка и жниво. Да, уже. И уже все, бабы серпы на плечи, котомку с салом, хлебом и молоком уроки, дитя на карок и пошли. А по дороге ж п'ють жнивные. А як же? А ви, може, яку жнивную ведаєте? Ну, відаю, таку трошечки, ну, як кажуть, ну, таку грустную, ці як це А назвати? така що жать легко, чи Трошечки що? так, Ой, хто гэта Ну, хотів, якая вже песня, хотів такая и жать? есть, а? А я в полі жита шала, а я в полі жита шала, у мяне дома беда стала. Звалилася свекровь с печи, звалилася свекровь с печи, ды побила себе плечи. Бедная. Не жаль мне свекровушку, жаль мне свою головушку.
Муж буце біці караці, муж буце біці караці, што не даглядзела яго ж маці. Ось з якими мыслями она шла, бедная, на тую. Якая на тую доля? поле. Что Вот ты так зробиш? вот, треба добре доглядать свекровку. Да. Свекров тоже человек. Алла Миколаевна, з великим задовольненнем проводим час в осероді вашей семьи. И песни спеваем. И маленькие внучки, правнучки уже, да, показали. Да. И другая правнучка на скрипочце поиграла. И подборок поглядели, и про вышиванки, и про ткацтво з вами так само поговорили. Але, оказывается, и гэта не все еще, да? Да. Там, покуль мы тут спевали, нас чекає вистава двох вот этих пригожих хлопців. синов. Да? Синов ваших, Да, рисують. Олександр і Віктор, Да. які так само займалися. Закончили якісь Ні. спеціальні установки саме, самовушки? Вісім. Саша учился, а я просто так, Самі, да? свою радость, свое удовольствие. Хлопці, ми тільки що послухали цілий вінок обрадових пісень, в яких було і про зиму, калядування, да, і ходили на Великдень, і про тепле літо, те, чого не хапає зараз у нашому житті, особливо в цьому році. І от зараз підійшли до такої імпровізованої вистави, де я бачу і наші білоруські краєвиди, і нашу білоруську зиму. І от, перш за все, душа сьогодні проситься от до цієї картини, да, тому що, ну, і ще раз говорю, теплині просто не хапає, а так хочеться пойти, як це коні, покупатися у вашого місцевого озера. Это все ваши працы? Расскажите несколько слов про то, як пишется, коли душа, так сказать, обуджается, где ваши працы, Виктор, где ваши, Саша, так сказать, працы? Несколько слов. Ну, оно пишется картина, когда проходит вдохновение. Вот эту картину я писал недалеко от местечка в озеро. И оно находится тут километров, наверное, с 8. Это Соправдное озеро, и там вот бегали эти кони. Так вот мне получилось, я их быстро нарисовал. Картины разные, вот эти все, рисовались в разных местах. Вот та картина, где там моя супруга с нашим собаком, который у нас был дома. Очень хороший был пес, и мне почему-то понравился этот сюжет. Она его так любила. Я взял и как-то в одно вдохновение вот нарисовал эту картину. Это як фотоздимок, коли вашої хати, цеглиночка, Да. кожна видать там все. Так, професіонал. Несколько слов, як береться, откуль сюжети беруться, як душа співає, коли раптом не хочеться не заголовок взяться і вірш написати, у вас і це є, а за кисточку. Ну, это у меня есть такие строчки там немножко. Прекрасен миг, само творение. Никто не властен над тобой, и чудо только сотворение. Душа ведет твоей рукой, поэтому это все берется свыше, когда тут происходит правильно вдохновение, там, что поэзия, что музыка, что живопись. Это, в принципе, это все родственные, а между собой связано. Это все, Мудро просто сказано, творение. да. Так что, Душа веде рукой твоєю, да. да? Никто не властен над тобой. Шиковное Душа слово, ведет твоей Малайченко, рукой. философ, философ. Ну, несколько слов про ваши творы. Ну, у меня тут одна вот картина просто это самое. Это у мамы был юбилей. Ну, я решил написать ей такую картинку. И вроде бы как открытка лежит это самое поздравительное от внуков. Это самое. Там побольше с вазочкой это, да? Да, вот это лежит там текст уже поздравительный такой, это самое. Коли мы приехали у гэтую вёску, да, гэтай сям'і Нядзвецкіх, моя душа одразу, так сказать, узрадовалася, тому що тут убачив тое, що було характерно для нашої білоруської традиції на протягу апошніх некалькіх стагоддзяў. Мы стоим каля фронтона гэтай хаты і хочу літаральна некалькі слов сказаць або звярнуць увагу на тыя дэталі, якія усцешваюць душу. Беларус, будуючы сваю хату, гаварыў з небам. Ён памятаў пра мадэль космосу, якая складалася з 3 ярусаў. Верхні ярус быў прысвечаны небу, духам памёршых продкаў. І сярэдні ярус, это было зноў-такі, як і ў мадэлі печы, это месца, дзе жылі жывыя, і нізны гарызонт быў прысвечаны душам памёршых продкаў таксама. А цяпер звярніце ўвагу, вот франтон, верхняя частка, 2 акенцы, шыкоўна. Это сімвалізавала сабой толькі адно, тое, што ў ноч або ў дзень свеціць сонца і заглядае ў гэтае акенца, уночы прыходзіць месяц і ён заглядае ў другое акенца. Калі мы з вами звернем увагу на сярэдні ярус этой хаты, то бачым 3 шыкоўныя акны са старой ліштвой. Таксама вельмі усцешвае сэрца. І што это сабой сімвалізуе? Калі мы з вами паглядзім на структуру сям'і, то мы ўбачым, што ў ёй заўсёды жыло 7 чалавек, 7 я. Хто гэтыя 7 я? Баба, дзядуля, бацька, маці і 3 дзяцей. І што такое? Вот это 3 пакаленні, і як бы мелі сувязь з гэтым космосам, з наваколлем, і для кожнага з іх прадназначалася сваё акенца, сваё выйсце ў гэты свет.
народе кажуть, свой дварочок, як вяночак. Дараженька гаспадынька, я вось зараз у сэрцы вашага вяночка. Скажите, калі ласка, як вам удаецца такое хараство ствараць, калі у вас на гэта час ёсць? Ну, час, конечно, стараемся выкраивать, потому что кветки я очень люблю. Я очень люблю, ну, люблю, когда все кругом цветет. Особенно лилии, это моя слабость. У меня их до 30 разновидностей этих лилий. Вашими лилиями я уже крышечку полюбовалась, и я уявляю, что будет праз месяц, когда яны зусім расцветут. Сейчас самые ранние зацветают вот 3 сорта, которые зацветают с перека, а потом зацветают, ну, вообще красота у палісадніка. Але мне уразіў вельмі ваш куст руж. Просто, ну, незвычайно прыгожы куст. І, ведаеце, аднойчы я такую чула, ну, показку, что садили такі вялікі прыгожы яркі куст у тым палісадніку, дзе была дзяўчына, якая замуж збіраецца. Ваша дачка замужам? Не. А ці ведалі вы про тое? Не, не ведала. Што гэта самы лепшы спосаб прывабіць жаніху. Не ведала, да, хай заглядаюцца жаніхі. У народе кажуць, не тая гаспадыня, што збяры гаспадарку, а тая, што ўдзержыць. У нас гаспадыня спраўная. І зараз мы з ёй пойдзем глядзець яе курэй. Пойдемте, покажу вам своих курей. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Усе куры чароўныя, бачу. Чужая. Испужаліся, што я чужая. Ціпанькі. Глядзяць куры. Неяк гаспадыня, прыбраўшыся нават на неяк дзіўна. Просидели полдня. Послухайте, я успомнила приказку, побачивши стільки чорних курей, подумала, вот до кого я поеду, як буду сына жанить по яйке. Тому що казали, дару вам яйцо з-под чорної кури, каб ваш син був міністром культури. Ой, якая тяжкая сякера. Это ее столько дровы накололи. А навошта вам эта секера? Да положите вы, это не жаночая справа. У нас никто уже и не поля, бонусы, агрегаты. И все вот эти дровы перекололи вон на этой машине. А что это за машина такая? Это простая машина. Ничего. Вот сюда мы ставим колодочку, двигателем крутишь шкив, и колодку вот этим винтом затягиваем, и все, она раскалывается. Это ж уже по-гультайску нет, але Ну, вельми может, легко. По-гультайску, але уже по-современному. По-современному. Да. Ага, ну ясно. А колодка это такой кругляк, такой это, значит, уставляют. Да. Вот такие кругляк. Великий кругляк. Можно хоть и такие, вот такие можно ставить кругляк. И оно, и все, оп, 5 минут и колодки нету. и бяры, господыня, И не купите сидеть. пали. Все, ясно, пошла я от вашей этой работы. Вот такая работа. Ну что, в гостях побывали, за столом посидели, песни послухали, господарку оглядели. Час и до дому збираться. Ой, не хочу. Та про який дом ви говорите? Так добре вас тут зустрікали, з караваєм, з Добре. піснями. А що ми можемо так просто вас провести? Ні в якому разі. Пісню, Віктор, давай. Ну давайте жахнем песню на Давайте дорожку. жахнем, давайте. Ехал ясь на коне, хотя воду брала. Ехал ясь на коне, хотя воду брала. Загляделась на яйца, я зачаровала. Загляделась на яйца, я зачаровала. Тасенька, ты моя, на вольно коня. Тасенька, ты моя, на вольно коня. Я коня,
Конь воду пьет, ножкою бьет. Конь воду пьет, ножкою бьет. Утекай, Катенька, он тебя забьет. Утекай, Катенька, он тебя забьет. Хай забивает, хай обкусает. Хай забивает, хай обкусает. Я не буду утекать, буду я тебе какать. Я не буду утекать, буду я тебе какать. Ехал я на коне, Катя воду брала. Ехал я на коне, Катя воду брала. Заглядела темная, все я зачаровала. Заглядела темная, все я зачаровала. Заглядела темная, все я зачаровала. Заглядела темная, все